Доброе утро на телеканалах Якутия-24 и НВК Саха. Утро Якутии. Сегодня вместе с вами «Утро в Якутии» встречаем мы, Катерина Винокурова и Павел Танин. На календаре 30 сентября, и это последний день сентября. Да, четверг, завтра пятница, совсем немного осталось до выходных, так что собираем все свои силы и близимся к выходным. Сегодня в нашей программе мы поговорим о том, как оригинально поздравить самого близкого человека с Днем Матери, и проведем конкурс от Национальной библиотеки Якутии к этой дате. Да, с начала августа также в многофункциональном центре «Мои документы» запущен в работу новый сервис. Это узнаем у специалиста, какие документы по недвижимости можно оформить при помощи него. А в Мирнинском районе в этом году открылось целых 4 центра точки роста на базе школ. Так мы познакомимся с детьми, а главное с изобретателями. Также узнаем, как встречает свой 53-й театральный сезон театр оперы и балета, а также подведем итоги конкурса, который мы запустили вчера. Мы разыгрываем билеты на премьерный спектакль в этот театр. Спектакль называется «Жизель». Ну и узнаем имена, номера телефонов, да, победителей. Да, так что оставайтесь с нами, ну а далее информация о погоде. Сегодня в центральных районах в 6 часов утра температура воздуха составила -1 +1 градус. В Заречной группе -1 +5, в южных до -3. В Вилюйской группе -2, -6 градусов, в Нижнеленских -1, -6, в западных от 0 до -5. В Колымендигирской группе 2-14 градусов мороза, в Янских 10 и 16 со знаком минус, на северо-западе -1, -5 градусов. В 6 часов утра температура воздуха в Якутске составила -1 градус, атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба, ветер северо-восточный 3 метра в секунду. Сегодня днем в Якутске ожидается мокрый снег, дождь, ветер северо-восточный до 5-10 метров в секунду. Температура воздуха днем составит 3-5 градусов тепла. Вот он, первый снег, хотя, судя по прогнозам, он еще не капитальный, то он успеет подтаять, и потом мы уже через недельку, думаю, дождемся, а может через 2 дождемся уже все основательного снежного покрова. А прямо сейчас передаем слово нашим коллегам из информационной службы, расскажут о последних новостях. У госпитализированных с COVID-19 выявился тотальный дефицит витамина D. Дефицит витамина D наблюдался у заболевших COVID-19, у которых заболевание протекало в форме, требующей госпитализации. Результаты исследования были представлены на Национальном конгрессе эндокринологов, проходившем на прошлой неделе в Москве. Чуть раньше были обнародованы данные еще одного мегаисследования, в котором эксперты проанализировали более 1 миллиона анализов на уровень витамина D. Оказалось, недостаток этого витамина наблюдается у 55-65% участников, причем всех возрастов, и у пожилых, и у молодежи. Дефицит витамина D можно скорректировать пребыванием на солнце на фоне употребления в пищу морепродуктов, грибов, рыбьего жира. Можно принимать его лекарственные формы, причем дозы ежедневного приема в последние годы пересмотрены в сторону увеличения. С этого учебного года студенты Якутского медицинского колледжа начали проходить обучение в новых современных мастерских. Так, в прошлом году колледж выиграл грант Минпросвещения России по государственной поддержке учебных заведений в виде материально-технического обеспечения, которое отвечает требованиям проекта «Молодые профессионалы». Таким образом, учебное заведение обустроило мастерские на общую сумму 14,5 миллионов рублей. Мастерские содержат самое современное оборудование, в том числе реалистичные манекены и муляжи, которые подключены к специальным программам и могут давать студентам обратную связь по выполняемым процедурам. Это более приближенно к человеческим реалиям и к человеческим ситуациям, которые могут произойти. То есть мы более готовы к настоящей работе с пациентами. Они более новые, более навороченные, и то есть с ними легко работать. Мы 4 года учимся, то есть 3 года 10 месяцев. В следующем году нас ждет диплом, потом аккредитация также. И после аккредитации сможем работать уже.
Строительно-монтажные работы на проспекте Ленина начнутся в октябре. В данный момент завершается первая фаза проекта, а именно работа по ремонту канализационного коллектора, который находится под землей. После этого будет дан старт второй фазе, включающей в себя строительно-монтажные работы дорожного полотна. В этом году будет отремонтирован участок от улицы Кулаковского до улицы Сдержинского. В период работ движение транспорта будет частично ограничено. Отметим, что капитальный ремонт проспекта Ленина является самым масштабным проектом в городе в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные дороги». Полностью ремонт улицы будет завершен в 2023 году. Мы планируем перекрывать по полосам, чтобы в любом случае движение оставалось, но оно будет, конечно, ограничено для того, чтобы сократить количество транспорта на проспекте Ленина. Будем уводить части маршрутных автобусов на параллельные улицы Ярославского и Орджоникидзе. Именно с этой целью были в прошлом году отремонтированы улицы Орджоникидзе. Там были сделаны автобусные карманы, заезды, чтобы можно было запустить автобусы по улице Орджоникидзе. Пробудить свой организм и настроиться на весь день поможет нам, конечно же, утренняя зарядка. Предлагаем сделать Вместе ее... с Данилом Ивановым, абсолютным чемпионом игр Манчары по Хапсагаю, а также членом сборной республики по вольной борьбе. Доброе утро, меня зовут Иванов Данил. Я абсолютный победитель игр Манчара по Хапсагаю. Давайте сделаем утреннюю зарядку. Желаю вам удачного дня, занимайтесь спортом. 30 сентября на календаре. Интересно, чем знаменателен последний день этого месяца? Ну, сегодняшний день как минимум отмечают свой профессиональный праздник все те, кто занимается профессионально переводом. День переводчика сегодня международный отмечается во всем мире. Поздравляем с профессиональным праздником. Знаем, что и в Якутии немало людей, которых все больше и больше привлекает эта профессия. Ну а с другими датами знакомимся далее. На календаре 30 сентября. Сегодня отмечают Международный день переводчика, День интернета в России, Международный день подкастов, День ортодонта, День любви к людям. По народному календарю этот день посвящен памяти Святой Софии и 3 ее дочерей – Веры, Надежды и Любови. В этот день в храмах проходят богослужения. На Руси в этот праздник женщины громко плакали, чтобы избавить свою семью от бед и несчастий. А молодежь устроивала деревенские святцы, на которых парни и девушки присматривали себе вторую половинку. События в этот день. Иоганном Гутенбергом напечатана первая книга «Библия» в 1452 году. Во Франции вводится обязательная регистрация автомобилей, которые могут достигать скорости более 36 км в час.
В 1902 году был запатентован первый искусственный шелк – вискоза. В Париже дан старт первым международным состязаниям на воздушных шарах. Победителем стал лейтенант американской армии Фрэнк Лам, который приземлился на следующий день в английском городке Уитби, графство Йоркшир. На сцене МХАТа впервые поставлена синяя птица Морриса Метерлинка. Состоялся первый свободный полет вертолета Ми-1 под управлением летчика-испытателя Байкалова. В этот день были установлены почетные звания «Заслуженный пилот СССР» и «Заслуженный штурман СССР». В этот день родились Ганс Гейгер, немецкий физик, создавший счетчик частиц радиоактивного излучения; Отто Шмидт, советский математик, географ, астроном, исследователь Севера; Александр Василевский, советский военный деятель, маршал Советского Союза; Майкл Иннес, английский писатель, биограф, автор детективов; Давид Ойстрах, советский скрипач, дирижер и педагог, профессор, народный артист РСФСР; Юрий Любимов, российский театральный режиссер, актер и педагог, народный артист России. Именины сегодня отмечают Ян, Серафим, Павел, Мирон, Илья, Иван, София, Надежда, Вера, Любовь, Ирина, Арина, Александра. У Павла сегодня снова именины. Кстати, все в то время, что мы с тобой ведем эфиры, по-моему, ни разу я не замечала именин у Катерины. Да, поэтому вывод: называйте детей Павлами, будут у них именины постоянно. Тем временем, с начала августа этого года запущен в работу новый сервис. Теперь по договорам приобретения недвижимости можно подать предварительное заявление для регистрации права собственности. И делается это через региональный портал электронных госуслуг e-yakutia.ru. Обычная продолжительная процедура оформления документов теперь занимает минимум времени. Более подробно об этом мы поговорим с нашей гостьей Вероникой Новгородовой, аналитиком отдела коммуникаций и электронных услуг Центра «Мои документы». Вероника, доброе утро. Доброе утро. Вообще, что из себя представляет сервис? Какая его основная задача? Для чего он был создан? Ну, получается, сервис, конечно же, предназначен для предварительного заполнения заявления по государственной услуге, регистрация приобретения недвижимости по договору купли-продажи, мены либо дарения. Да? Что это значит? То есть, когда заявитель через Е-Якутия подает заявление, наши ответственные сотрудники, специалисты заранее подготавливают уже заявление по данной услуге. Да? При очном приеме заявителю предоставляют уже заполненное заявление, которое будет необходимо проверить, подписать и предоставить оригиналы документов. И пакет документов весь направляется на регистрацию в Росреестр. Для чего был создан, да, данный сервис? Данный сервис, конечно же, предназначен для экономии времени, да, чтобы сократить время приема и подачи документов. Каким образом сокращается время? Ну, сейчас во время пандемии, да, заявители, они больше склонны выбирать предварительную подачу заявления. И также из-за планирования времени, да. Получается, сейчас предварительная запись в МФЦ осуществляется за неделю вперед. То есть по данному сервису, да, заявители могут принять уже в течение 3 рабочих дней. То есть если заявитель в 9 часов утра подаст заявление, да, его могут уже пригласить этим же днем вечером на прием. То есть минимум 1 день, да, уходит на оформление? Ну, по идее, в течение 3 рабочих дней, да, приглашают на очный прием, но это зависит уже от очереди, от свободной предварительной записи, а также от возможности заявителя, будет ли ему удобно подойти, да. А также, конечно, главная цель – это повышение эффективности и доступности предоставления государственных услуг. Ну, кто может воспользоваться данным сервисом, все ли категории граждан? Данным сервисом могут воспользоваться как физические лица, юридические лица, также могут воспользоваться доверенные лица, да, и также, получается, законные представители. Непосредственно заявление подают по сервису, да, сами стороны сделки. А если же их доверенное лицо, конечно же, они прилагают нотариальную доверенность. Как вообще происходит процедура по подаче заявления? Смотрите, для того, чтобы подать заявление по сервису, да, у заявителя должна быть подтвержденная учетная запись на портале госуслуги. Да. Заявитель заходит в каталог услуг на Е-Якутия портале, да, региональном, находит наш сервис по поисковику и заполняет все необходимые поля. При вычислении жизненной ситуации, да, появятся вкладки документов, то есть нужно будет приложить скан-образ документов, да, для регистрации и нажать кнопку «Получить услугу».
После этого, получается, обращение направится в работу нашим сотрудникам, специалистам МФЦ, которые проверят заявление на корректность и проверят, конечно же, все вложенные файлы, да, то есть документы. Если все верно, то заявителя приглашают на очный прием. На очном приеме, да, заявителю выдают, как я ранее сказала, заполненное уже заявление. Заявитель его проверяет, если все верно, ну, все стороны сделки, да, проверяют. Если все верно, они предоставляют оригиналы документов, и пакет направляется уже в Росреестр на регистрацию. После того, как регистрация пройдет, заявителю на электронную почту приходит уведомление о готовности. Заявитель может подойти в офис, да, для получения результата по живой очереди, то есть, ну, по талонам, да, либо же по предварительной записи на портале mfc-sakha.ru. Ну а как вообще долго готовятся документы? Ну, по срокам, да, когда заявитель подает заявление, получается, специалист МФЦ в течение одного рабочего дня принимает в работу данное заявление. В течение одного рабочего дня направляет также уведомление о назначении предварительной записи, то есть приглашение на очный прием, да. И, получается, сама регистрация уже проходит в течение 9 рабочих дней, если договор составлен в простой форме. Если же договор составлен в нотариальной форме, сделка проходит в течение 5 рабочих дней, точнее, регистрация государственная. Ну и завершая нашу беседу, просто еще раз, да, насколько по времени разница, вот, не пользуясь вот электронным этим сервисом, в очной форме все это подавать заявление и так далее, и, соответственно, как разнятся сроки? Ну, допустим, да, если вы будете по предварительной записи в офисе «Мои документы» записываться, да, это можно считать, что плюс 7 календарных дней добавляется к срокам, да, к 9 рабочим дням, то получается намного больше, на дня 3-4 сокращается время. Что ж, Вероника, спасибо вам за интересный разговор этим утром. Действительно, сервис очень сэкономит время. Ну, электронные сервисы, в принципе, призваны для того, чтобы это время экономить. Ну, а наш эфир продолжается. Мы напомним, что сегодня мы подведем итоги конкурса. Нужно было дать ответ на вопрос, Да, вчера мы задали вопрос, очень интересный вопрос. Мы даже сами думали, да, гадали, каков же правильный ответ. Вопрос звучал следующий. Для чего... Да, есть русская печь, у нее есть нижний отсек. Для чего в русской печи предназначалось это отделение? Как его использовали. Ну и по возможности дать название этому отсеку. Причем мы сами пытались гуглить. Очень трудно найти ответ на этот вопрос. Ну а тем временем в Мирнинском районе в этом году открыли сразу 4 центра «Точка роста» на базе школ. Наши коллеги работали на месте событий. Давайте посмотрим. Школа номер 8 стала точкой роста для своих учеников. Во время открытия центра организаторы подчеркнули, что теперь у ребят есть возможность осваивать сложные предметы с использованием высокотехнологичного цифрового оборудования. Центр состоит из 3 кабинетов. Все они были отремонтированы в летнее время. Буквально на днях завезут все оборудование, и кабинеты начнут свою работу. В этом году точки роста обрели новый формат. Если раньше это были центры цифрового и гуманитарного профиля для занятий по информатике, технологии и ОБЖ, то теперь с помощью современного оборудования школьники смогут изучать физику, химию и биологию более углубленно. Главным отличием центров этого года будут цифровые лаборатории. Также юным исследователям будут предоставлены препараты, реактивы для практических и лабораторных работ, конструкторы для практики блочного программирования, образовательные наборы по механике, робототехнике. Рядом со мной исполняющая обязанности начальника управления образования Зоя Данилова. Зоя Алексеевна, скажите, пожалуйста, какие занятия будут дополнительно проводиться во внеурочное время? Ну, как мы говорили, это 4 предметные области: химия, биология, физика и технология. Но здесь, знаете, первоначальная цель открытия точек роста – это, например, сельские школы и малые города, да, для того, чтобы можно привлечь и не только, например, да, школьников, и привлечь родителей и население. Но у нас, например, был хороший опыт. Мы открыли первые точки роста в сельских школах. Это Тасюряк и
и Арылах. Вот как раз там идет очень тесное, хорошее сотрудничество населением. Не только родители, и приходит заниматься взрослое население. Спасибо большое. Ну, а я напомню, что такие же школы в Мирном появились, значит, в 8-й школе, также в Светлом и Удачном. Напомню, все это в рамках нацпроекта образования. Ребята смогут совершенствовать свои знания по нескольким предметам. Отметим, что в Мирнинском районе, как уже было сказано, да, работают 4 центра образования цифрового и гуманитарного профилей. В 2014 году открылись 2 первых центра на базе сельских школ Арылаха и Тасюряха. В 2020 году в поселке Айхал на базе школы номер 23 и в Мирном на базе политехнического лицея. И до конца 2023 года в Мирнинском районе будут открыты еще 8 таких центров, всего их будет 16. Ивана Филиппова, Алексей Меркулин, телеканал «Алмазный край». В Якутске есть одна такая очень интересная профессия, и, по-моему, насколько я знаю, единственная в Якутии. Да, называется она инспектор манежа или шпрехштальмейстер. Шпрехштальмейстер, да. Давайте знакомиться. Как я прихожу на работу? Меня слышно вот оттуда, да, допустим. В этом цирке я работаю со дня его основания. Но если сказать, со дня даже не образования цирка, а как закончили эстрадно-цирковое училище в городе Москве. Все думают, что за профессия у Виктории Геннадьевны. Она выходит красиво, нарядная, провела программу и на этом все ушла. Нет, это очень более глубокая, объемная профессия, поэтому если меня кто-то в будущем будет заменять, этот человек должен быть из сферы, именно цирковой сферы, которая в этой кухне вертелся. Кухня, знаешь, артистов всех от и до, знаешь, какие аппараты прибыли, что нам нужно заказать, что нам нужно заменить. Цирковое искусство связано с большими рисками, с большими, могут быть и травмы, потому что это искусство таких, которые безбашенных, можно сказать, людей, да? Моя профессия обязывает, значит, чтобы репетиции проходили своевременно, артисты были в форме, артисты могли в любое время выйти, выступить, сделать свой трюк. А когда на манеже работаешь как ведущий, ты должен, вот я как говорю, 4 глаза иметь. Если я выхожу, смотрю, в это время уже готовится, натягивается, допустим, цирковой аппарат. Пушка светит на меня, я говорю, быстренько отвлекаю, краем глаза увидела, они готовы в темноте, я уже чувствую, да, допустим, все, я их объявляю, и музыка, и уже кто-то откуда-то вылетает, кто-то откуда-то выскакивает, и начинается наше представление. Прекрасным принцем Мария Щелкунчик. Курьезных случаев у нас бывают они, очень часто бывает. Был такой случай. Выходят девчонки с балета, такие красивые. Ну, одна девушка у нас так вышла, да, но это было все. И это остановить процесс невозможно, потому что уже идет, уже выступление идет, зрители сидят. Она выходит, а у нее это все наперекосяк. Вы знаете же, балет у нас почти, костюмы, вы сами знаете, открытые костюмы, да? Ну, а что делать? Мы же не можем остановить это всего. Уже шоу идет. Всякое бывает. Здесь привыкаешь душой и телом, как говорится. А мы в цирке. Все, которые вот, сколько у нас артистов, все мы очень и очень любим наш цирк. Без цирка себя не представляю. Ну, что я могу делать без цирка? Нет. А в сети распространяется видео, где белый медвежонок ждет маму на одном месте уже 3-й день.
Директор Красноярского парка флоры и фауны Роис Ручей опубликовал у себя в Фейсбуке фото и видео с белым медвежонком. Малыш вышел к людям в поселке Диксон. Подписчикам этой истории напомнила знаменитый мультфильм, где медвежонок ищет маму. Как отметили специалисты парка флоры и фауны, решение по медвежонку должен принять Роспотребнадзор. Если ведомство даст добро, то малыша заберут специалисты парка. Известный парк Роис Ручей расположен в Красноярске. В 2018-2021 годах его специалисты провели несколько операций по спасению белых медведей, оказавшихся под угрозой гибели. А мы продолжаем знакомить вас с детишками, которые ждут, очень хотят обрести семью. Сегодня мы познакомимся с 10-летней Миленой. Девочка очень добрая, скромная и любит танцевать. И очень мечтает стать хореографом. Мама спит, она устала, ну и я играть не стал. Я в лучка не завожу, я уселась и сижу. Знакомьтесь, Милена. Меня зовут Милена, мне 10 лет. Я учусь во второй школе, во 2 классе. Мое любимое занятие – это алмазные картины. Вот почти их доделала. Я голову сделала и листики. Осталось еще немножко и все. Я все сделала. Эту картину я сделала сама. У Милены много увлечений, и это помогает ей в общении. Милена очень любознательная, доброжелательная девочка. Всегда придет на помощь, активная. Милена обладает очень хорошей памятью, учится хорошо. Милена вышла ударницей в этой четверти, да, Миленушка? Хорошо, в общем, занимается, любит читать, рисовать. А еще Милена учится шить. Милена у нас очень ответственная девочка, трудолюбивая, усидчивая. В общем-то, занимаются они у нас по мере возможности, потому что заняты очень. Иголку держать в руках умеет, уже научилась, уже плюс. Так-то они помогают, вот поделки делают. Милена, как и все девочки, участвует в показах мод и в шитье нарядов принимает самое активное участие. Милена с удовольствием занимается в студии черлидинга. Милена надеется обрести семью. Какая талантливая Милена. Желаем, чтобы все ее мечты обязательно сбылись. Ну и самое главное, чтобы ребенок нашел свою семью. Да, рос в ласке и в материнской любви. Да, ну говоря про семьи и вообще семейные ценности, в этом плане Якутия немножко уникальный регион. Почему? Потому что каждое 3 воскресенье октября мы отмечаем свой региональный День матери. Это вдобавок к тому, что есть Всероссийский День матери и даже международный. Да, и в этом году он выпадает на 17 число. У всех жителей Якутии есть уникальная возможность поздравить своего любимого человека. Национальная библиотека Якутии, потому что подготовила интересный конкурс, о котором сейчас расскажем. Мама, как много в этом слове. Любовь, терпение, доброта, слияние мудрости и воли, и истинная красота. Елена Ричи посвятила эти строки самому дорогому и близкому человеку – матери. И согласитесь, нашим мамам так приятно получать творческие подарки от нас, их детей. А вы когда-нибудь писали стихи своей матери? В каждой семье этот праздник встречают по-разному, но никто не остается равнодушным к этому дню. Якутяне рассказали, что же для них значит праздник День матери и какие традиции празднования сложились в их семьях. Моя мама долгожитель, жила до 103 лет, получила медаль Республики Якутия, ее чествовали в 100-летие. И, конечно, ну, как любая мама, хотя она ослепла, когда я была, мне 4 года, но она нас вела, нас 3 в семье. И мы получили образование. В настоящее время я педагог.
И считаю, что то, что действительно мама дает, конечно, это очень большое и ценное. Невзирая на то, что и дети у меня уже и большие, и маленькие, но у нас мама о нас заботится до сих пор. И я чувствую себя до сих пор действительно ребенком, когда нахожусь с мамой. Обязательно мы встречаемся, все вместе собираемся и стараемся как-то поговорить. Если там время, поиграть даже в настольные игры, насколько это возможно. Праздник действительно особенный. Якутия – регион уникальный. Здесь День матери празднуют дважды вместе со всей страной в ноябре и в 3-е воскресенье октября. Тема материнства всегда вдохновляла на творчество, живопись, музыку, литературу. Анжелика Сучкова из Алдана пишет стихи 7 класса, и образ матери стал одним из ведущих на пути к искусству. Я пишу стихи 7 класса, небольшие зарисовки, просто для себя, для стенной газеты. Потом я стала писать больше. У меня есть проза. Я представитель литературного объединения «Самородок» в Алдане. Национальная библиотека Республики Саха-Якутия объявила конкурс «Тепло матери» для творческих людей, как Анжелика. Оригинально поздравить матерей можно на всю республику, прислав стихи собственного сочинения. В конкурсе может принять участие любой желающий в возрасте от 18 лет и старше. И главным условием этого конкурса являются авторские стихи, которые оформлены в формате видеоролика, продолжительность которого не более 5 минут. Здесь уже творческий полет наших участников, он может быть абсолютно разным. Это может быть, возможно, какие-то нарезки из фото, видео, это, возможно, просто чтение на камеру, это может быть видеоряд какой-то с музыкальным сопровождением, к примеру, озвучка, может быть, текст, наложенный на видеоряд. Прием заявок на конкурс идет до 15 октября, итоги подведут 26-го. Мадина Халикова, Георгий Григорьев, Якутск. Номер нашего WhatsApp 8 914 273 4488. И мы рады зачитать сообщения, которые поступили к нам только что, да? Буквально. Буквально 1,5 минуты назад, пока был сюжет. Поздравляют всех с первым снегом. Да, в Якутске сегодня первый снег. Не скажу, может быть, где-то, я не думаю, что по всей республике он сразу выпал. Тем не менее, где снег сегодня первый идет, мы тоже присоединяемся. И обращаем внимание автомобилистов, что пора бы уже призадуматься над тем, чтобы переобуть свою машину, если вы это еще не сделали, как я, например. И говоря про снег, еще одно сообщение с фотографией такая из прошлого, да, скажем так. Сейчас мы перевернем, покажем. Вот такую замечательную фотографию нам ностальгическое отправили. Фото, по-моему, замечательное. Да, с сообщением, что на этой горке мы катались в детстве, закидывали портфели под горку, а потом убегали на Вилюй. Гулять, бегать и веселиться, резвиться. Да, но, видимо, времени прошло немало, а горка все еще стоит, и радует глаз. Наверняка уже дети, внуки человека, нашего телезрителя, будут кататься на ней. Да, а прямо сейчас мы вновь передаем слово нашим коллегам из информационной службы. Они расскажут о событиях, произошедших в республике и за ее пределами. МВД прорабатывает требования к порядку выдачи и оформления электронных паспортов. Планируется, что паспорта с электронным носителем будут выдаваться на добровольной основе гражданам Российской Федерации, начиная с 14 лет. В частности, сейчас обсуждаются требования к инфраструктуре выдачи и применения, а также оборудованию, необходимому для оформления. В Москве, как ранее сообщалось, в рамках пилотного проекта электронный паспорт гражданина России начнут выдавать до 1 декабря 2021 года. А в регионах электронные паспорта начнут выдавать добровольно по мере технической готовности, но не позднее 1 июля 2023 года. Чурапчинский УЛУС перенимает опыт по организации пункта раздельного сбора ТКО и налаживает шефские отношения с экологическими операторами из Приморского края. На днях состоялась встреча ИО главы района Алексея Наговицына и председателя Совета депутатов Афанасия Захарова с заместителем генерального директора Антоном Бибиковым. Был отмечен положительный опыт работы с волонтерским движением по раздельному сбору мусора и налаженную работу по вторичному использованию отходов. В частности, переработки пластика на примере производства искусственных террасных досок, стойких к атмосферным явлениям. Стороны продолжат взаимодействие по усовершенствованию законодательной базы, по применению методическим, организационным и инновационных подходов по проблеме.
В Мирном построить новый аэропортовый комплекс. На эти цели выделили более 21 миллиарда рублей. Новый комплекс будет включать в себя современную взлетно-посадочную полосу, стоянку для 18 воздушных судов, аэровокзал и сопутствующую инфраструктуру. Строительные работы идут по плану и должны завершиться в декабре 2023 года. Более половины суммы, 11 миллиардов рублей, инвестировала компания «Алроса». Остальные средства предусмотрены в федеральном бюджете. Строительством полосы занимается турецкая компания, которая в сентябре 2020 года выиграла конкурс на контракт. Стоимость объекта составляет более 9,5 миллиардов рублей. Как сообщает якутская УГМС, сегодня в столице республики ожидается первый мокрый снег. Осадки в виде дождя и мокрого снега в Якутске прогнозируют утром и днем. Температура воздуха ночью упадет до -1 плюс 1 градусов. Днем ожидается до 3-5 градусов выше 0. В ближайшие дни на юге, юго-востоке и в центральных районах республики также ожидается мокрый снег и дождь с порывами ветра до 9-14 метров в секунду. Температурный режим будет колебаться в дневное время от плюсовой температуры +3, +8 до минусовой -10, -15 ночью, в связи с чем велика вероятность обледенения отдельных участков трасс. Ну а в Театре оперы и балета открывается 53-й театральный сезон. И сегодня вечером уже он начнется с балета Адольфа Адена «Жизель». Да, и вообще о новом театральном сезоне поговорим с дирижером Государственного театра оперы и балета Германом Киткиным. Герман, доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Почему именно этой постановкой «Жизель» открывается сезон? Как-то вот какая-то вот есть в нем особенность, что его прям премьерным для сезона сделали? Я думаю, главной особенностью этого спектакля является какая-то беспрекословная, неизменная любовь публики к этому спектаклю. Где бы ни находился театр, куда бы ни возили на гастроли, везде публика очень горячо принимает, всегда ждут, причем самых разных возрастов. И дети, и взрослые, все очень хотят попасть на этот спектакль. Это классическая история о любви простой девушки, которая влюбилась в молодого человека более высокого сословия. И история, которая включает в себя и любовь, и предательство, и разочарование, и прощение. Очень трогательная история. Я думаю, что такие сочинения, которые написаны сотни лет назад, а остаются в репертуаре до сих пор, они прошли свою проверку временем, и уже, наверное, спорить о том, почему тот или иной спектакль остался в репертуаре, уже бессмысленно. Нужно просто ходить, наслаждаться, составлять свои впечатления о постановке, о спектакле. Сегодня, получается, премьера. Артисты, я так понимаю, волнение это всегда. Только плохой артист не волнуется перед спектаклем. Как вообще проходила подготовка конкретно к этому спектаклю? Да, репетиции, прогоны. Как вообще вас встретил наш театр? Вы сказали, что... Встретил очень тепло. Я очень хочу сказать прям слова огромной благодарности. Ну, во-первых, Сергею Сергеевичу Юнгансу, который, собственно, пригласил меня на эту должность, доверил мне открытие сезона. Это очень ответственно для... в первую очередь, молодого дирижера, во вторую очередь, для человека, который первый раз приезжает в театр, новый коллектив, новый симфонический оркестр, балетная труппа. Это все очень ответственно. И, надо сказать, огромное спасибо и музыкантам, и артистам балета, и руководителям балетной труппы за то, что они оказали очень теплый прием, максимально старались поддержать. И, в общем, я могу сказать, что за те короткие дни, что у нас были на подготовку спектакля, все прошло максимально гладко, на волне невероятного позитива. Вот надо немножко отметить, что Герман прибыл в Якутию буквально 10 дней назад, да. То есть чуть больше недели. Но у меня вот хочу всех поздравить с первым снегом. Для меня это в прямом смысле слова. Да, снег на голову, потому что первый снег в сентябре, это, конечно, событие для меня. Вы такого никогда не видели? Ну, все бывает в первый раз. Но это ваша первая, так скажем, поездка, да, работа, именно конкретно работа в каком-то регионе. Вы впервые выехали? Нет. Или... Последнее мое место работы Ульяновский симфонический оркестр, то есть там я проработал год. В принципе, как гастролирующий артист я посетил довольно много стран,
городов. То есть для меня эта практика уже давно... А есть ли какая-то особенность именно работы в регионах? Особенности есть везде. То есть, если сейчас их буду перечислять, то, наверное, нам не хватит того короткого промежутка времени, что у нас есть для беседы. И мне кажется, можно... Самое главное, что бы я хотел сказать, да, безусловно, в каждом регионе есть свои сложности, потому что самые основные ресурсы и пристальное внимание на все сферы, оно отводится, конечно, в столицах. Но что я могу сказать, что в регионе есть свои особенности. Я вот сейчас только про дирижерскую профессию скажу. В регионе всегда есть гораздо больше возможностей для роста, для того, чтобы проявиться, для того, чтобы что-то сделать. Потому что, конечно, в столице априори какие-то вещи могут происходить гораздо легче. Но если получается сделать что-то в регионе, то это и гораздо ценнее, и, не знаю, самому приятнее. То есть такая хорошая площадка для, ну, даже личностного роста, опять же, творческого личностного. Для созидания, я бы сказал. Для созидания. И что очень важно, что публика очень честна в регионах, потому что их не обманешь. Им либо нравится, либо нет. И если ты постарался, им тоже может не понравиться, значит, недостаточно старался. То есть все зависит от тебя. В регионе ты один на один сам с собой. Это очень важно. Но сегодня вы сами волнуетесь перед премьерой? Конечно, я волнуюсь, но это такое волнение профессиональное, знаете, когда вы уже знаете, как этот учащенный пульс, сердцебиение, учащенное дыхание, как его сублимировать в просто гораздо более жаркий посыл на сцене. Какие еще премьеры ждут нас, зрителей, в новом сезоне театра? Да, очень хочется сказать, что репертуар вообще театра очень яркий. В первую очередь я, конечно, интересовался тем, какие постановки будут идти. И я был очень впечатлен количеством, а главное, в общем, так вот не боюсь сказать, рискованностью, да, вот руководителей, которые ставят репертуар. То есть они ухищряются совмещать и классику балетного или оперного жанра с экспериментальными постановками. Так, например, зритель в предстоящем сезоне может встретить на сцене такие классические спектакли, как опера «Кармен» Жоржа Бизе, оперетту «Сильва» Имре Кальмана и также, к примеру, мюзикл о жизни в Инстаграм «Калейдоскоп иллюзий», который уже снискал и любовь, и внимание зрителей на самых разных сценических площадках России. Поэтому хочется пригласить и пожелать приятного просмотра. Герман, мы сейчас прервемся на небольшую паузу, после чего вернемся в нашу студию. Дорогие зрители, продолжим разговор, а также подведем итоги нашего конкурса, в котором разыгрываем пригласительные билеты как раз-таки вот на премьеру они уже «Жизель». у нас в руках, так что, да, ждем результатов. Буквально через минутку мы узнаем имя победителей. Ответов было очень много. Но... Все они были очень разные, разнообразные. Но правильные среди них тоже есть. Якутия на телеканалах Якутия-24, НВК Саха. До рекламы у нас в гости в студии пришел дирижер Государственного театра оперы и балета Герман Киткин. Разговариваем о новом театральном сезоне, 53-м по счету, о премьере сегодняшнего дня, которая откроет непосредственно этот сезон, ну и вообще о работе в театре. Герман, итак, ну вот... Вы сегодня являетесь дирижером, и опять же, эта работа такая интересная. Вы переносите вот эту партитуру, вот это произведение в жизнь фактически. И в любом случае вы пропускаете это через себя. Как это удается воплощать все эмоциональные грани, может быть, произведения? Ну, я думаю, в первую очередь, то, насколько удается воплощать, судить уже не мне, а слушателям нашим дорогим и зрителям спектакля. Но что очень важно, что любая партитура, любое сочинение, оно живет в тебе уже своей жизнью. С момента знакомства ты вынашиваешь это как своего ребенка и носишься с ним очень долгое время, пока это по-настоящему в тебе заживет. И никогда не будешь уверен, так это или иначе. По первой своей профессии я пианист. И, в принципе, по большому счету могу сказать, что и будучи пианистом, и будучи дирижером, принцип работы тот же, только разный инструмент. У пианиста это рояль, он говорит через рояль, у дирижера это симфонический оркестр. И это в разы сложнее, с какой точки зрения? Когда ты пианист, ты отвечаешь сам за себя, ты знаешь, что сделать, и ты спрашиваешь себя. Когда ты дирижер,
миллионы просто человеческих факторов, начиная вообще с физических, таких как разная влажность в залах, сами инструменты, погодные условия, заканчивая также человеческими, такие как все живые люди, пришли в разном настроении. Хорошее расположение, плохое расположение. Кто-то не выспался. Кто-то не выспался. Просто что-то произошло. Вот это все время, вот эта вот мета какая-то величина физическая, от которой все-таки это зависит. Но я должен сказать, что, пожалуй, именно это и есть самое важное в живых концертах, в живых спектаклях. Почему не умирает театр, почему не умирают концерты живой музыки, когда есть кинематограф уже, да, когда есть уже CD-записи давно, и не только уже стриминговые сервисы давно захватили весь мир. Потому что вот этот момент события, в самом этом моменте, что то, что происходит, оно сейчас, и это больше не повторится. Это уникальный момент. Это уникальный момент, это уникальный обмен энергии, и это уникальная возможность для творчества самому артисту. И вот то, что происходит сейчас, оно больше никогда не произойдет. И зрители участвуют в этом не меньше, чем сами артисты. И это очень важно. Поэтому, не знаю, ответил ли я на ваш вопрос. Я думаю, что там слишком много составляющих, чтобы на него ответить. Но самое важное, я бы хотел сказать, что вот этот момент, когда ты выходишь в зал, и ты видишь полный зал, полный зал зрителями, которые ждут, которые заинтересованы, которые хотят увидеть, услышать. Это очень дорогого стоит. Поэтому я очень благодарен всегда зрителям, которые нашли время, возможность прийти, посмотреть, поддержать, поучаствовать. Ну вот, смотрите, сегодня, да, вот мы говорили про классические произведения, которые, опять же, прошли проверку временем. Мы упомянули, что в любом случае, начиная работу с партитурой, партитура уже начинает жить абсолютно другой жизнью, чем она была на бумаге. Сегодня есть какие-то, может быть, тренды, именно современные трактовки классического произведения, нового звучания, может быть? Ну вот, к примеру, тот же «Калейдоскоп», он, да, более на современный мотив сделан. Что хочется сказать. У меня был период, когда я работал в Ульяновском оркестре, и это было очень непростое время, с какой точки зрения. После пандемии очень тяжело было собрать публику, потому что и люди боялись, и были очень жесткие ограничения по посещаемости. А работали музыканты не меньше. Вы готовите каждый раз программу на одинаковом уровне. Вы не думаете, можно спустя рукава сейчас, да, хорошо, там же все равно немного народу. Нет, вы работаете всегда на износ, вы всегда работаете на полную, выходите и выкладываетесь по-настоящему. И когда в зале находится 10-15 человек, такое тоже бывало, это очень тяжело. Такая нотка разочарования всегда присутствовала. Поэтому я стал задумываться вообще о таком вопросе некой музыкальной правды на сегодняшний день, насколько это нужно или не нужно. Это, конечно, мои личные поиски, но что я хочу сказать, что очень важно, что все спектакли, которые вот сегодня являются, так иначе, сокровищницей мирового репертуара, такие как «Кармен», неважно, много их, они в свое время были актуальны и современны. И они тоже были в свое время поисками и экспериментами, и никто не знал, пойдет или не пойдет. И многие из них проваливались, были неудачными, не имели успеха, а потом уже набирали. И что важно? Важно, чтобы на сегодняшний день вот не угасала эта тяга к экспериментам, к новым постановкам, которые отображают именно сегодняшний день, сегодняшнюю атмосферу, сегодняшнюю жизнь людей. И мне кажется, спектакль «Калейдоскоп иллюзий» полностью выполняет свою задачу. Это эксперимент, это поиск, и это спектакль о жизни людей сегодня. Вот говоря про тягу к экспериментам, вообще, в принципе, тяга к открытию нового, не только в музыке, вообще в жизни всегда она должна у любого человека быть, и это будет двигателем, таким движением вперед постоянно. Герман, вот такой, завершая нашу беседу, насколько мы знаем, у вас есть прям свой такой уникальный жест во время дирижерства. Правда ли это? Вообще, как вот ваше движение выглядит со стороны? Я же не со стороны. Для зрителей со стороны. Вот я вижу немножечко по-другому, нежели видит меня. Я вижу только свои руки вот так вот. Все. Да, но есть ли какая-то, может быть, у вас особая манера движения руками во время... Я не знаю, как это движение правильно может по-научному Честно сказать, я даже не вижу, что я делаю руками. Очень часто жест, он диктуется самой музыкальной фактурой и тем, что я хочу вытащить из музыкантов. То есть, чтобы реакция на жест была соответствующей тому, что должно прозвучать. Эта задача, она
ну как сказать, когда вы бежите куда-то, у вас есть цель. Вы не смотрите под ноги, когда вы каждый раз наступаете, да. То есть вы видите цель, и вы к ней идете. И вы знаете, что если вы хотите быстро дойти, вы побежите. Если вы хотите спокойно дойти, вы просто пойдете, но вы под ноги смотреть не будете, вы будете видеть свою конечную цель. Вот примерно так я бы охарактеризовал манеру дирижирования. Герман, спасибо вам огромное, что пришли Спасибо к нам вам, что этим пригласили. утром. Мы очень рады, что такие интересные, замечательные люди приезжают в Якутию. Да, желаем, чтобы сегодня премьера состоялась на ура. Спасибо. И, ну, раз вы сегодня к нам пришли, билет от Саха-театра оперы и балета вместе с вами мы предлагаем объявить. Да, результаты нашего конкурса. В общем, вопрос был следующий, дорогие гости. Дорогие гости, дорогие телезрители. В «Русской печи» есть нижний отсек, нижнее отделение. Для чего оно использовалось? Для чего оно предназначалось, да. И по возможности назвать, как оно называется. И вариантов было действительно очень много, все они были разнообразными, ваши ответы, но только двое ответила, да? Двое немножко по-разному ответили, но они вдвоем комбинируют такой полный максимальный ответ, поэтому мы решили сегодня двум победителям по два пригласительных вручить. Первый вариант ответа, самый ранний, пришел от номера, который заканчивается цифрами 4693. Этот отсек называется «Подпечье», пространство в нижней части печи, куда укладывались дрова для следующей топки и различные предметы. Там же могли содержаться домашние животные. Так. И второй ответ был... уже более точный, он как бы не развертывает все это описание, но конкретно четко по существу. Для куриц. Там в этом отделе хранили куриц, и вот правильный ответ мы сейчас послушаем в эфире. Так, внимание. Печка, она в стандартном, ну, вот в том виде, которым она была. То есть здесь у нас готовились, по бокам выпекались лепешки, а вот, как старики рассказывают, внизу обычно держали кур. То есть хозяйки за место собак, туда частички и утром вкусные яичницы. Да, мы поздравляем победителей, с вами свяжутся обязательно и непосредственно билеты придумают, как передать. Это, напомню, спектакль премьерный «Жизель», который сегодня в Театре оперы и балета. На этом мы... Да. Мы поздравляем победителей. Вам очень повезло. Сегодня будет интересный вечер у победителей, да? Да. Ну а по поводу интересного, всегда интересно наблюдать, как смеются животные. Да. Не только нам, людям, да, свойственно смеяться. Исследователи из американского штата Калифорния начали вслушиваться к звукам животных в поисках сигналов, которые хоть как-то можно истолковать как смех. Как оказалось, похожие на смех звуки издают очень многие животные. Смеяться умеют 65 видов животных. Это человекообразные обезьяны, коровы, собаки, лисы, тюлени, мангусты, а также 3 вида птиц. А вот кошки смеяться не умеют. Впрочем, ученые полагают, что в природе существуют и другие виды, умеющие смеяться, но они обитают в труднодоступных местах. А ты слышал, как смеются животные? Нет. Я видела, как улыбаются собаки. Это да. И кошки тоже говорят язык, когда высовывают, это они улыбаются. Да, животным свойственно издавать какие-то, испытывать эмоции, да? Да, мы на такой улыбочной ноте, скажем так, прощаемся с вами. Сегодня 30 сентября, первый снег в конце концов. Зима — это тоже прекрасно и весело. Вам хорошего настроения, отличного, продуктивного дня. Ну а завтра смотрите наш специальный выпуск, который мы очень волнительно готовили для вас. Поездка о том, как мы побывали в Еланке. Смотрите «Утро Якутии» в Еланке в 7 часов утра на наших телеканалах. Отличного вам дня, отличного настроения.